Akşam biz sizinle bile okuyup da laf edeceğiz değişilmek yoğurtusu için, bayramı için. Hristiyan dünyasında bugünü büyük bir yoğurtu, Праздник Преображения Господня. İsus Hristos'un değişilmek, transformasya günü. Bu olay halizden oldu. Açan Hristos yaşardı bu yeryüzünde. Da hepsi Hristiyanlar bugünü, bu yoğurtuyu, bu bayрамı sayarlar. Дорогие друзья, добрый вечер, добро пожаловать на канал Добрый Пастух и Чобан. Сегодня вечером с вами я, Илья Карасений из Гагаузии, Комрат Касабасандан. И мы сегодня с вами прочтем библейскую историю и поговорим о празднике Преображения Господня, который сегодня весь христианский mir празднует. Sevgili dostlar, ben okuyacağım Biblia'dan kısa bir historia, bir olay. Gagauzca'da, Türkçe, Rusça'da da kısadan laf edeceğiz bu iş için. Bugün büyük bir yoğurtu, büyük bir olay bizde. Evangeliye Matvey'de 17. başta yazılı. Hani açan 6 gün geçti. İsus aldı kendi öğrencilerini. Petros'u, Petri'yi, Yakov'u hem Ioan'ı. Kardeşini de onlar beraber gittiler yüksek bir bayra, dağa. Da orada Hristos değişti onların önünde. Onun suratı başladı, şavk başladı çıkma onun suratından. Da o oldu bir güneş gibi. Onun kıyafetleri, rubaları oldular bembeyaz. Işık, şav gibi. Bundan sonra Moisey, Musa hem İlyas geldiler ona da laf ederdiler onunla. O zaman Petri söyledi. Sahabi, ne iyi biz burada bulunalım. İsterseydin yapalım burada 3 bordey. Sana bir, Moisey'e bir, İlya'da bir. Açan o bunu söylerdi. Bir bulut gökten indi aşağı onlara. Da bir ses geldi. Da söyledi. Bu benim sevgili oğlum. Onda benim istediğim. Onu sesleyiniz. Öğrenciler işittiğinin bunu düştüler. Yüzü aşağı da pek korktular. Ama İsus İsa geldi. Dedi onlara da dedi kalkın korkmayın. Da o açan onlar kalktılar baktılar hiçbirini artık görmediler. Biri yoktu. Moisey İlya gittiler. Sadece İsus kaldı. Da açan onlar inerdiler aşağı bayırdan. İsus dedi onlara hani birine söylemesinler bu olay için ta o dirilmeyince ölümden. Друзья, это я перевел на гагаузский язык историю преображения Господня. Позвольте прочитать ее же на русском. Читаю из Слова Божьего из Евангелия от Матфея, 17 главы. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую, одних. И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи». То есть 3 шалаша. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил это, облако светлое осенило их, и се глас с облака глаголющий, то есть говорящий. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте,
не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из mертвых. Аминь. Sevgili dostlar, hoş geldiniz efirimize. Друзья, добро пожаловать в наш эфир. Я только что прочитал из Евангелия от Матфея 17 главы историю из жизни Иисуса Христа, которая является причиной сегодняшнего праздника. Во всем христианском мире празднуют День Преображения Господня. И вот мы с вами прочли историю, объясняющую, что за преображение, как, почему оно произошло. Я вкратце немного постараюсь углубить, комментируя эту главу из жизни Иисуса Христа. Я читал различные комментарии отцов церкви, богословов, исследователей, переводчиков, историков на эту тему. Это очень-очень интересная и тема, и этот момент в жизни учеников Иисуса один из ключевых во всей жизни Иисуса Христа. И в нашей концепции веры христианской также он очень важен. Sevgili dostlar, biz okuduk bu yeri Biblia'dan, Allah'ın lafından da biz gördük orada nice Hristos değişildi, nice teo transformasyon oldu, teo favor bayrında da öğrenciler gördüler bu işi da bu historiyi okuduğunuz şimdi bana kalsa size tapik lazım anlaşılsın. Niçin bugünü bütün Hristiyan dünyasında bu Преображение Господне, Hристos'un değişilmek трансформация günü, yortusu, bayramı oluyor. Друзья, вы можете написать, откуда вы меня смотрите, и я передам вам привет и nесколько словечек sразу же замолвлю. Sevgili dostlar, siz görerseniz, işlerseniz beni iyi söyleyin, yazın nereden siz şimdi bize bakıyorsunuz da ben size selam yollayacağım. Da birkaç laf size söyleyeceğim. Ben görüyorum hani bize Türkiye'den bakıyorlar çok kişiler, dostlar. TikTok'ta biz varız, YouTube'da, Facebook'ta, Одноклассниклerde hem Instagram'da. Şimdi biz bu historiyi başladığından okuduk hani 6 günden sonra İsus aldı 3 öğrencisini Petri, Yakov'u hem Ioan'ı. Da onlar kalktılar o bayır üstüne. Kaç öğrenici vardı Hристos'da? Сколько апостолов, учеников было у Иисуса? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Всего сколько было? Да, нам в Одноклассниках передают привет из Испании, Степан, вам тоже привет из Гагаузии, из Молдовы. Счастья, здоровья и всех благ. Кстати, Степан, насколько вы понимаете гагаузский, сообщите, пожалуйста. Библия söyler hani Иисус Христос, да, есть некоторые ответы. Верно, у Иисуса было 12 апостолов. Иисус Христos'da vardı 12 öğrenici, apostol. Ama akşam o kalktı bu bayrağı, o favor bayrağına bir günü o almadı hepsini ama aldı sadece onların üçünü. 3 apostolu aldı yanına. O zaman bir şey oldu pek önemli. O aldı yanına Petri. Petri o kilisenin ilk lideriydi, ilk pastoruydu, ilk papazıydı. O öğrencilerin aralarında bir liderdi gibi. Da Hristos da ona derdi hani sen Petris de sen bir taş gibi ben senin üstünde kiliseyi kuracağım. Dedi hani sana vereceğim gök padişahlığından anahtarı. Bu bir önemli bir öğrenciydi. Sonra Hristos aldı hem çoğu komentatorlar, teologlar derler hani Petri hem büyük yaştaydı bir öğrenici. Bundan sonra vardı Ioan, o hem genç öğrenciydi. Ama Ioan yalnız değildi, o kendi kardeşinin bile gitti. Ioan'ın kardeşi Iakov. Te Hristos hem 3 öğrenci kalkarlar o bayrağı, favor bayrağında da ne orada oluyor? Итак, нам пишут и в Одноклассниках. Вы же гагауз или молдаванин или турок? Я гагауз из Камрата Илья Карасенья. Но я говорю на многих языках.
И я люблю читать Библию, Слово Божие, Евангелие и комментировать его. И сегодня праздник Преображения Господня, Преображение Господне во всем христианском мире. И мы говорим об этом. Да, это ответ Розе. Selam anner misler Stepan bize yazar. İspanya'dan bize annerler isler. Pek güzel. Bizi bakarlar Instagram'da da şimdi. Mikael bizi bakar. Suomi'den, Finlandiya'dan demek. Меньше километра от России. Rusya'nın yanından bizi bakarlar. Kim anlar Гагаuz Türkçe, kim anlamır, kim tayanır. Да, правильно, Роза, яблочный спас. Это в народе яблочный спас. В церкви это называется Преображение Господне. Да, надо было взять яблоко мне и съесть в эфире. А затем записать еще и опубликовать. Ну, яблоки яблоками. Я не агроном и не садовод. Но книги читать обожаю, я особенно люблю Слово Божие читать. Ну, я учитель литературы, кстати. А Библия это книга всех книг. Выше это королева всех книг, если можно так сказать. И вот мы видим, ben hem ilkten söyleyeceğim Гагаузча, fikirlerimi, sonra Rusça geçeceğim. Друзья, я перейду полностью на гагаузский сейчас. И какое-то время главную идею этого отрывка на гагаузском, турецком озвучу. Кстати, я стараюсь гагаузско-турецкий говорить, чтобы не было добавок русских слов, и чтобы была вот эта разница, грань между турецким и гагаузским полностью была стерта. А это возможно, кстати. И затем я буду уже на русском языке говорить вторую часть нашего эфира. Окей, согласны ли вы с этим? Или какие у вас будут предложения, можете писать в комментариях. Нам уже много комментариев пишут и в Инстаграме, и в Одноклассниках. В частности, Роза нам пишут: а молдаване и гагаузы какой веры? Большинство молдаван и гагаузов христианской веры, исповедуют христианство. Читают книгу, Библию, кто больше, кто меньше. И одна из целей нашей программы передачи — побудить людей реально открывать это Слово Божие, которое есть у них дома. Sevgili dostlar, açan Hristos aldı kendi 3 üyeticisini de onlar kalktılar favor bayrına. Orada bir şey şaşılacak oldu. Öyle bir şey oldu hani ta bugünkü güne kadar Hristiyanlar bayram yoğurtu gibi bugünü tutarlar. Bu olay lazımdı kavileştirsin apostolların inanını. Lazımdı versin onlara bilgi hem anlamak kim o Hristos. Zerre onların arasında anlardılar hani o bir büyük adam. Hani o adam mı, prorok mu, kimdir o. Ama halizden kim o? Sadece bir Petri söyledi. Hani sen Hristos'un, Allah'ın oğluysun. Başka hiçbir söylemedi öyle. Ama halis Hristos'un öğrencileri hem kim onun ardına gider de anladılar hani o Allah, hani o Allah'ın oğlu. Bilirsiniz ne zaman? Açan o öldü Kruça'da, çaprazda da 3. günü dirildi. Açan onlar görerdiler onu 3,5 yıl yanında adam gibi. Gördüler hani onu gerdiler. Onlar gömdüler onu. Daha açan onlar gördüler onu pazar günü hem sonra başka günler dirilmiş. O zaman öğrenciler jeton düştü onlara. O zaman anlama geldi. Kiminle onlar bile 3,5 yıl oldular. Kim onların yanındaydı? Kim bu şaşılacak minunyalar, mucizeler yapardı? Kendisi Allah. Allah'ın oğlu Hristos. O dirildiği ölümden de o zamandan beri ölmedi. Daçan Hristos aldı onları o bayrağı. Orada o değişildi onların önünde. Her kere öğrenciler görerdiler onu bir insan gibi, adam gibi. Ama o zaman o bayırda onlar gördüler onun cevı değişildi. Ondan başladı şafk, ışık çıkma. Biblia'da yazılı biz okuduk sizin hani onun suratı böyle şaf gibi, gün gibi oldu, güneş gibi bembeyaz oldu. Hep bu işler yazılı Hristos için göklerde hani gök padişahlığında hani Allah oturur bir büyük skemlede padişah gibi bütün dünyanın sahibisi gibi ona geleyerler. İnsanlar o su dava kessin da o bembeyaz orada.
Ondan o güneş gibi aydınlık, şafk, ışık ondan çıkıyor. Bu yazılı Biblia'da. Hem biz de anlarız hani Allah büyük, hem ondan o güneşten tabiaz. Da te o zaman Hristos peydalandı öğrencilerin yönünde böyle o değişti. Sonra iki büyük prorok, eski bağlantıdan Tevrat, Zebur'dan iki patriark geldiler onun yanına. Moisey hem İlya. Ya durun bir minut. Bu adamlar öldüler. Binlerce yıl geçtince onlar öldüler. Historia zamanlar geçti ama onlar geldiler Hrisos'un yanına. Demek biriciği ölmeyer, biriciği yok olmayır, biriciği bitmeyer. Güyde öldüğünden, bittiğinden gömüldüğün yere, toprağa bitmeyer her şey. Yaşamak ileri doğru gider. Diveçlikte. Bu perdenin öte yansında. Ruh dünyasında, can dünyasında var cennet, hem var cennet gökler. Var şeytan onun padişahlığı, hem var gökler, melekler, angiller, Hristos, Allah. Orada yaşamak gider ileri doğru. Da hepsi insanlar bu iki yerden bir yere düşecekler. Biblia söyler bunlar. Da şimdi açan Hristos oradaydı, geldi iki prorok ona. Eski vakitlerden. Moisey hem İlya. Da onlar nasıl laf ederler aralarında. Moisey verdi çıhıtlara 10 kanon, 10 zapovedi. O büyük bir liderdi. Büyük bir adamdı. Moisey yazdı Biblia'nın ilk 5 kağıdını. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. O yazdı onları. Büyük bir adam. Hem de İlya. O da bir büyük proroktu. O dua ettiğinin yağmur durardı. O dua ettiğinin istediğinin Allah'tan yağmur gene yağardı. O ateş gökten indi. O dirilderdi. Öyle uşakları hem çok şaşılacak işler yapardı. Mucizeler gerçekten. Halizden. Türkçe ona derler İlyas derler. Benim de adım İlya. İlyas Türkler, Türk dostlarım, arkadaşlarım bana söylerler. Açan Hrisos'un öğrencileri gördüler bu işi, şaşılacak bir olay. Hrisos'dan böyle güneşten gibi şafk çıkıyor. Da o zaman ne olur? O zaman Petri böyle bir sert gagavuz gibi Türkler gibi susmayır orada baksın ne olur da şaşsın. O da katılır. Söyler. Ne güzel burada, ne iyi burada. İsa, öğreticimiz, sahibimiz. Yapalım size 3 bordeyi. 3 küçük yiyeceğiz burada. Dallardan, sopalardan, taşlardan. Siz orada kalın. Da burada kalın, burada iyi. Bir piknik olsun burada bize. Ama onu biri seslenmiyor, bir cevap vermiyor. O kendi yerdeki fikrinden nasılsıydı söyler. Ama bundan sonra historianın en baş momenti, kulminasyası. Gökten bir beyaz bulut o bayır üstüne iner. Da Allah'ın sesi gökten işitilir. Bu benim sevgili oğlum. Hristos için. Bu benim sevgili oğlum. Onda benim istediğim. O yapar hepsini ben isterim. Onu sesleyiniz. Allah'ın sesi gökten söyler. İsa benim oğlumdur. Demek o da ben gibi. O da Allah. Allah birdir. Allah bir. Ama o gösterir kendisine 3 türlü bize. Baba, oğul, hemayozduk. Açan Allah oldu. Aldı insan güydesini Maria'dan, Meryem'den doğdu. O zaman o Allah'ın oğlu. Allah'ın oğlu. Baba ol hemayozduk. Bu üçlü birlik, üçlük. Onlar her zaman vardı diveçlikten. Onlar beraber kurdular bu dünyayı. O bir Allah ayrılmaz. Hem de karışmamaz da. Bu bir saklı bir iş. Pek zor anlama bunu. Allah'ı da zor anlama. Allah bizi de yarattı hep öyle. Tence o kendisi vardır. O var baba ol hemayozduk. 3 substansiyadan gibi 3
surat gibi onda var. Şimdi bizde var güyde. Bizde var fikir, bizde var can. Biz görüyoruz burada baba Allah'ı hem oğul Allah'ı. Babayı hem İsus Hristos'u. Öğrenciler korkudan düştüler yere. Biz görüyoruz hani açık Hristos vaftiz olardı Yuhan'dan. O zaman da hep ses göklerden geldi. Açan da o zaman ses göklerden söyledi, bu benim oğlum. Onda benim istediğim. Hep Allah'a gökten laf etti insanlara. Ne güzel. Bu yoğurtuyu biz bugün getiririz aklımıza. Bu olayı biz bu olay için söyleriz. Bütün Hristiyan dünyası bugünü Преображение Господне bu işi getirdiler aklısına unutmama. Kim o Hristos? Hem ne şaşılacak iş oldu o zaman. Da bu olayı yardım etti sonra apostollara, Hristos'un öğrencilere, ilk kilise papazlarına, onlar hepsi oldular misyoner, lider kiliselerde. Onların inanları kahve olsun, onlar anlasınlar. Hani Hristos o değil bir prorok, değil bir peygamber ya da bir insan. Peki insan ama insan. Ama o halis Allah'ın oğlu. O Allah, o kurtarıcı. Bundan sonra öğrenciler pek korktular. Petri, Yakov ve Yohan düştüler yere yüzü koyu. Hristos kalkıp da kaldırdı onları, dedi onlara da dedi. Ben dirilmeyince ölümden bu iş için birine söylemeyin. Demek bu sikret. Ne güzel. 3 kişi, 3 apostol, Petri, Yakov, Yohan birkaç minuda sansı göklere düştüler. Gökün bir trofacığını yerde gördüler. Allah'ın kuvvetini, metinliğini, ilinliğini hem bereketini duydular birkaç momenta. Da pek korktular bundan. Ama kim inanır Hristos'a, sever onu, sıra gelecek, diveçlikte her zaman bulunacak onun şafkında. Друзья, я только что на русском языке провел небольшой богословский анализ и комментарий интереснейшего и важнейшего библейского отрывка, который записан в Евангелии от Матфея, 17 главе. Также эта же история записана и еще Матфеем и Лукой, также в Евангелиях. Целых 3 евангелиста упоминают об этом. И эта история послужила причиной, почему весь христианский мир сегодня празднует День Преображения Господня, или в народе так называемый Яблочный Спас. Слышали ли вы об этом? На эту тему сегодня в церквях читается Слово Божие. Почему? Потому что эта история была так важна для учеников Иисуса, для их утверждения в вере, для того, чтобы они поняли, кто перед ними, что они видят перед собой, и они живут рядом с Господом, Сыном Божиим. Не просто пророком, не просто человеком, не просто философом, который там мудрые вещи говорит и исцеляет больных, что делал Иисус, но Он не просто человек. Он Бога-человек. Стопроцентный Бог, стопроцентный человек. Бога-человек. В этом смысл праздника Преображения Господня. Потому что ученики, увидев славу Божию в Господе Иисусе, они убедились в Его божественности. Они услышали голос Божий, исходящий с неба в этом облаке, говорящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И они от страха упали без сил. Слава Господня, кусочек рая и неба спустился на землю, и они ощутили на себе славу и благодать и силу Божию в этот момент. Этот момент был для них очень непонятный, необычный, ведь Христос преобразился перед ними, Его лицо поменялось, Он стал сияющим, как солнце. И также явились 2 человека из загробного мира, которые много лет назад умерли. Моисей и Илия. Моисей — великий пророк, автор первых 5 книг Ветхого Завета, Библии. Дух Святой, Бог через него записал это, оформил в человеческие слова на древнееврейском языке. Первые 5 книг Библии, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, они написаны именно Моисеем, так называемое Пятикнижие Моисея. Моисей был великим лидером
израильского народа, и Бог через Моисея вывел евреев из Египта. И вот Моисей вдруг из глубины веков, он давно умер, вот он восстает. Вау! И Илия то же самое, великий лидер, пророк, он жил уже позже Моисея. По его молитве огонь с неба сошел, это написано в книге 3 Царств. Также дождя не было 3,5 года, затем снова дождь явился. 2 августа мы празднуем День Илии, весь христианский мир. И я делал про это эфир, кстати. И вот эти два человека восстают. Вау! Оказывается, никто никуда не исчезает. Оказывается, никто не умер. Тело умерло, но душа-то жива. Сущность человека жива. Она просто переходит в другую субстанцию. Вот эта занавеска, разделяющая материальный, земной мир и духовный, загробный, вечный мир, называется смерть. И вот из-за этой занавески как бы соприкоснулись с материальным миром вот эти Илия и Моисей. Друзья, мы тоже не умираем. Мы тоже будем после смерти существовать. Но есть два места, где мы будем существовать. Под началом Господа Бога, Спасителя нашего, в раю, в небесном Иерусалиме, там, где мир, благодать и радость святых людей, кто признал Господа своим Спасителем, или же в аду с сатаной и его бесами в огне мучиться. Мы заслуживаем, собственно, это место за свои грехи, но надежда только на благодать нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и уверенность в спасении только от Него, по вере. Всякий, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Написано в Евангелии от Марка, 16 главе, 16 стихом. Вау! И вот ученики видят эту удивительную картину преображения Господня. Небо и земля сошлись на этой горе Фавор. Бог говорит с облака своим голосом. Господь преобразился перед ними. Они в огромном шоке. Эти три простых рыбака, они видят славу Божию. И Господь, посмотрите, решил взять с собой именно этих троих учеников. Не того, кто по образованию был Матфея, и не финансово грамотного Иуду, который затем стал предателем, и не политика Симона Зелота, но именно Петра, Якова и Иоанна. Петр самый старший, Иоанн, вероятно, самый младший, Яков, брат Иоанна. И вот Иисус с тремя избранными учениками. Все они были рыбаками до встречи с Иисусом, до Его приглашения их и призыва их стать Его апостолами. И вот эти три простых мужика, простых парня, они видят славу Божию. И Господь их взял с особой целью с собой на эту гору, на гору преображения. И первые люди, кто увидели преображение Господне, были вот эти три апостола. Петр, Иаков и Иоанн. Иакова убили за то, что он утверждал и проповедовал. Но затем, кстати, Господь Иисус умер на кресте и воскрес на третий день. Это праздник Пасхи мы празднуем. И доказал, что Он Бог. Могилы всех религиозных лидеров, философов, президентов, царей, великих деятелей. Наполеон, Тамерлан, Сталин, кто угодно, Мао Цзэдун, Мухаммед, Будда, Конфуций. Вспоминайте, кого хотите. Могилы всех заполнены их костями. Но только могила Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, она пуста. Могила Иисуса сегодня находится в Иерусалиме. Это единственная достопримечательность историческая, которую люди выстраиваются очередями по длинным километрам, чтобы увидеть пустоту. Он воскрес, друзья. Все умирают, но Он воскрес и тем самым доказал, что Он Бог. И Он не умирал с тех пор. Он вознесся на небо. По сути, ученики поняли реально, кто такой Господь Иисус Христос, когда увидели Его воскресшим. Уж они-то знали Его. 3,5 года они следовали за Ним. Но когда Он воскрес,
Они видели, как он умер во всех подробностях, и вот эта жестокость римских солдат полностью проявилась, да, на нем во время этой казни. Они сами хоронили его вместе с женщинами. А затем он воскрес. И вот это преображение, друзья, я вижу много комментариев, сейчас отвечу на все, особенно в Одноклассниках, прекрасные комментарии вижу и очень интересный, особенно про святых. Обожаю честные прямые вопросы, обожаю и совсем не обижаюсь, а напротив люблю. Да, сейчас я вернусь к комментариям. И вот это событие на горе Преображения помогло ученикам Иисуса утвердиться в вере, в богословском понимании сущности и сути личности Иисуса Христа, что Он Бог, Он Бога-человек, Он Сын Божий, Он неделимая часть Троицы. Троица — это Отец, Сын и Дух Святой. Бог один, и Он проявляется в трех лицах. Они неделимы, но в то же время и не слияемы. Я только что процитировал вам эту строчку из символа веры. Апостольский или халкидонский. Троица — это тайна. Бог триедин, Он один, но Он триедин. Кстати, Бог и человека создал по образу и подобию своему. Мы ведь тоже триедины. Вот я стою перед вами, да? Но у меня есть тело, одна материальная сущность, да? Затем есть разум и есть душа. Без одного из них не будет человека. Мы видим принцип троичности и триединства, например, в воде, в главной субстанции жизни на Земле. Ну, вода бывает в трех формах, да? Вода, она одна, H2O, H2O, но вода может быть паром, может быть жидкостью, а может быть льдом. То есть пар, жидкость или твердое. Но это все равно вода. Это Бог, Он триедин, Отец и Дух Святой. Да, об этом много трудов интересных написали каппадокийские отцы, Григорий Низкий, Василий Великий. И вот, кстати, вы знаете, что все апостолы Иисуса, кроме Иоанна, были мученически, они погибли смертью мучеников за веру в Иисуса Христа. Христос никого не убивал и не настраивал никого на агрессию, но Он любил и прощал, и сам умер за грехи людей. То же самое Его последователи, все ученики умерли за веру в Иисуса Христа и за проповедь Его воскресения, и за утверждение того, что Он Сын Божий. Это самая главная разница христианства и всех остальных религий, что Иисус — это Сын Божий и Бог. В этом противоречии и зона конфликта христианства со всеми другими вероисповеданиями и религиями мира. Но именно это и суть христианства. Иисус говорил: «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И вот эту суть христианства и Божьего плана, и Божьего откровения к человеку увидели эти три простых рыбака на этой горе Преображения. В день Преображения Господня они увидели славу Божию. Небеса открылись для них. И они, кстати, Петр умер мученически на кресте, вверх ногами его распяли за то, что он проповедовал, за то, что был миссионером. Сегодня многих также христиан, активных благовестников Евангелия в разных странах мира также преследуют, унижают и убивают, и в тюрьмы сажают. Да, Северная Корея, Афганистан, Пакистан, Ирак и не только. За что? За то, что они верят, что Иисус Сын Божий. То, что они утверждают, что Он воскрес из мертвых. И все, что написано в Его книге Библии, это Его Слово. Вау! Вот за вот это внутреннее убеждение люди отдают жизнь. Вау!
Затем Яков отдал свою жизнь также за веру Иисуса Христа. И только Иоанн, самый молодой на тот момент ученик Иисуса, умер уже в глубокой старости своей смертью. Он же является автором Евангелия от Иоанна, послания Иоанна и книги Откровения. Ну что ж, обратимся к вашим комментариям. Кстати, можете писать ваши вопросы, комментарии. Чувствуйте себя в этом свободно. Ну что ж, мы начнем с Инстаграма. Одноклассники — это самое вкусненькое, я приберегу после Инстаграма. Затем у нас есть Facebook, YouTube и TikTok. Ну, нам пишут, приветствуют нас, всего доброго желают нам в Инстаграме. Merhabalar İsmail Bey, selamlar size. Ben sizi tanıyorum. Siz bize yazardınız. 3 gün önce biz efira çıktıydık. Siz bize hep yazardınız. Selamlar. Gagavuz yerinden de size selam yolluyorum. Instagram'a. Bu kadar. Одноклассниклere geçeriz. Опаньки çok комментарий yazır ama değil sadece o. Так, яблочный спас. Роза нам пишет, что она яблоки не любит. Гагауза, какой веры я ответил. Роза — это христианка. У нас спрашивает Руслан или Реклан, на каком языке я говорю, турецкий или азербайджанский. Ну, это очень близкие языки, но я говорю на гагаузском языке, я гагауз. 4 самых близких друг к другу тюркских языка огузской группы: турецкий, азербайджанский, крымско-татарский и гагаузский. Я говорю на гагаузском. И все, что, и большую часть того, что я говорю, 70-80%, понимают все эти народы. Если я, конечно, не смешиваю с русским или с другими языками, а стараюсь говорить более-менее на чисто гагаузском. Вы кто, экстрасенс, спрашивает Алена? Ни в коем случае, Алена, нет. Я Илья, учитель русского языка и литературы, и английского, и я христианин. Я говорю на нескольких языках, но люблю больше всего говорить на гагаузском языке, и блог мы делаем на гагаузском. Я христианин, я очень люблю читать Слово Божие, Библию, ведь на этом основывается вся вера христиан. А гагаузы — это христиане. И я делюсь тем, что я читаю, исследую с вами. Не на моих собственных выводах или предположениях, но то, что говорит Библия. Иногда я добавляю то, что писали святые отцы, богословы. Вот так. Или что церковь утверждает, да, в этом вопросе. Я ни в коем случае не экстрасенс. Руслан пишет что-то оскорбительное или просто неуважительное, но окей, спасибо и за это. Merhaba, nasılsın? Yazır bize Alena. İyiyim, sağ ol. Çok iyi. Selam. Какой вы умный. Не трожь святых, Ирод. Кто ты такой, чтобы за святых говорить? Ну, святые писали свои труды, богословы, отцы церкви, Афанасий, Августин, блаженный и другие. И мы читаем их книги, это помогает понимать Слово Божие лучше. Но все-таки на первом месте для всех христиан мира вот эта книга Слово Божие. Только оно обладает божественным авторитетом. 66 канонических книг Библии, 27 книг Нового Завета, 39 книг Ветхого Завета. Так, к вопросу о том, что я говорю. Алена, я гагауз, а не молдаванин по национальности, если уж так интересно. Хотя кто знает, что там было веками раньше, кто были мои предки, но отец, мать и все дедушки, бабушки гагаузы.
Одноклассниках у нас все. В Фейсбуке с нами просто соглашаются, пишут аминь. Эквилибриум! К нам снова вернулся наш постоянный и очень стабильный зритель, которого мы очень уважаем. За то, что он нас смотрит, и за его искренние, и честные, оригинальные комментарии и мнения. Ну, давайте почитаем несколько комментариев в ТикТоке. Selamlar. General Türk 66 sana da selam Gagavuz yerinden söyleyelim sevgili dostum. Tanrı seni korusun, bereketlesin. К какой вере вы относитесь, спрашивает нас Алена, к христианской. Как дела, Йокай пишет. Спасибо, хорошо, жив-здоров, семья в порядке, милостью Божией живы, молимся, читаем Его Слово, работаем и радуемся празднику Преображения Господня. А завтра воскресенье. Благодать и мир. Время общения со святыми людьми в церкви. Всякий, кто верит в Господа Иисуса Христа, становится как бы святым отделенным. Да, еще грешником, но уже на пути к исправлению. Да, так Библия говорит. Время завтра для Слова Божьего, для общения, очищения, размышления о себе, о душе, о вечности. Прекрасный день. Выходной дан не для того, чтобы валяться на диване, смотреть телевизор и заниматься прочей ерундой. Этот выходной воскресенье от слова воскрес. Христос воскрес. Это вот в этот день, да, из 7 дней в этот день. И Он дан нам для приближения к Богу. Опаньки так активен в комментариях, особенно в таком интересном стиле. Вы, грешники, строите из себя праведников. Вы никто не праведник. Сами по себе никто не праведники. Праведностью Господа мы спасаемся. Верой в Него и надеждой на Него. Апостол Павел пишет, что наша праведность как испачканная одежда, но мы одеваем на себя праведность Иисуса Христа, Его белые святые одежды, и очищаемся и спасаемся благодаря Его праведности. Опаньки, интересное имя с флагами России, вам очень помогло бы чтение Евангелия. И большинство комментариев, думаю, на большинство из ваших комментариев вы бы получили ответ просто из Слова Божия. Эквилибриум пишет, наверное, но к чему именно он пишет, я это не понимаю. Йокай пишет, что он Олег, и ему очень хорошо. Окей. Нам говорит тюркский язык Faruk yazar. Evet kardeşim. Doğru söylersin. Efirlarımızı daha çok Gagavuz Türk dilinde yapmak deneyelim. Çalışırım. Zere dilimiz kaybeder, yok olur. Biz öyle de küçük halkız. Dilimizde laf etmerseydik o zaman kaybedecek kültürümüz, dilimiz, halkımız. Biz Türk halkıyız, Hristiyanız, İsa'ya inanıyoruz. O bizim kurtarıcımız. Bizim için çaprazda, kruçada öldü. Bizim günahlarımızı almak. O bu dünyada en kavi. En güçlü o. Dünyada da, cennette de, dünyanın öbür tarafında da. O Allah'dır zaten. Ama ben Gagavuz yerinden, kendimden ve hepsi Gagavuz kardeşlerimden, sana Türk kardeşime selam yollarım bu akşam. Komrat kasabasından. Sağlık, kısmet, bereket olsun. Okey. Ekvilibrium'dan pişet. Ama bak, bizi bakırlar karışık insanlar. Kimisi bir dili laf eder, kimse başka dili. Öyle bizde Gagavuzya'da karışık. Türkçe, Gagavuzca ve Rusça. Ben efirin yarısını ve zeydisini
laf ederim Gagauşça Türkçe ama biraz katırım Rusça'da. Sorularınız, selamlarınız, komentarlarınız varsa yazın, utanmayın. Ekvilibrium yazar bize. Katolik mi biz? Biz Hristiyanız, ekvilibrium. Hristos bir, Hristiyan inanı bir. Var türlü denominasyonlar, dallar ama biz o yere girmeyiz. Biz söyleriz Hristos için niye yazılı Evangeliya'da bu kadar. Baş Hristiyanın temeli en başı bir. Bir. Sevgili dostlar, biz bunda şimdi bitiririz bizim efirimizi. Biz bu akşam laf ettik. Христос'un трансформациясы, değişilmesi için favor bayırında. Друзья, в этот вечер мы говорили о преображении Господнем на горе Фавор. И о празднике преображения мы прочли из Библии историю об этом событии из Евангелия от Матфея 17 главы. Мы перевели ее на гагаузский и прокомментировали. И ответили на некоторые ваши вопросы. Gagauzlar Türkiye'den mi Balkanlara gitmiş? Olabilir. Biz Gagauzlar Haliz'den bize Instagram'da soru veriyorlar. Biz Gagauzlar kendi historiamızı, tarihimizi sadece son 200 yıl biliriz. Ne bundan önce, bundan ileri oldu. 18 mi, 19 mu teoriye var. Haliz'den bilmeyiz. Biliriz sadece hani Balkanlardan geldik Moldova'ya, Moldova'nın güneyine, o zaman Besarabya'ydı. 200 yıl önce. Biz de Türk halkıyız, Hristiyanız. Bu kadar biliriz. Niçin, nice, nasıl? Pek zor. Sevgili dostlar, kalın sağlıcıyla. Allah sizi korusun, bereketlisin. Okuyun İncil'i, Allah'ın lafını. O değişmedi. O doğru. Rab sizi korusun, hizmetlerinizi bereketlisin. Bize yazarlar. Sizi de.